В ходе мастер-класса и неформального общения известных блогеров, руководителей интернет-сайтов, молодых журналистов говорили прежде всего об огромном влиянии интернета в современной жизни. Популярные социальные сети, блоги и страницы в нем пестрят всевозможной информацией. В руках злоумышленников такой инструмент становится опасностью. Если люди призывают к убийству людей по расовой, религиозной, этнической принадлежности, если призывают к таким революционным вещам, что их нужно, по закону привлекать и останавливать. Другое дело, что это сделать очень сложно и нужно радикально менять существующее законодательство в России. Одним законом о СМИ тут никакие проблемы не решишь. Своими виртуальными действиями можно нарушать вполне реальные законы или разжигать какую-либо рознь. Это вызвано ощущением безответственности, свободы, которая зачастую ложно понимается как вседозволенность. В чем разница здесь и там? Здесь я конкретно, Лёма Гудаев. А в интернете я могу быть Макс, Икс, Бэтмен или еще кто-то. То есть вот этот поведенческий характер в интернете, он прежде всего определяется анонимностью. И вот, если, на законодательном уровне, сейчас это все больше и больше и начинают понимать. Приглашенные гости считаются экспертами интернета, и, по их словам, уже в будущем возможно принятие закона, четко регламентирующего ответственность интернет-пользователя. Получится, что за оскорбление в сети придется ответить перед законом. Еще одна перспектива – что-то вроде интернет-паспортизации. Человек настоящий, то есть через свои, данные, свой почтовый адрес и так далее. Если это реальный человек, вот он может уже, и 100 тысяч таких людей собралось, они могут уже заявить об этом. Наивный пользователь, он считает, он каким-то ником и прикрылся, или анонимно вошел, и он, в принципе, его трудно вычислить. Для тех, кто разбирается, в компьютерных делах, и тем более и специалистам, вычислить и человека вплоть до той точки, где он живет, не представляет никакой сложности. Говоря же о чеченском сегменте мировой сети, на встрече подчеркивали, за слова надо отвечать, и для интернета нет исключения. Помнить всегда о морально-нравственных ценностях и занять активную гражданскую позицию и в жизни, и в ее виртуальном отображении, интернете, призывали участники семинара. Хамзат Батукаев, Таймир Хаджиев, Ислам Бакаров. Новости.